В забеге на 3000 метров буквально с самого старта лидировала сибирячка Ирина Каражакова. Но на 7-м финальном круге решительным рывком ее обошла Анна Кузнецова из сборной Москвы. Опережает свою соперницу и стремится к финишу. Анна Кузнецова. Ощущения отличные. Я как бы и не ожидала, что смогу выиграть международные соревнования. Но по ходу удача улыбнулась мне. Какой этап был наиболее сложным для тебя? Наверное, первые 2 километра. Ощущения были, что я сойду. Но якутским зрителям на 3000 больше запомнились не имена призеров. Несмотря на большое отставание от победителей, болельщики рукоплескали мужеству 13-летней Шамма Решиди из Кувейта. После финиша самый младший из атлеток понадобился на шатырь и лед. Финиш дался мне очень непросто. Я была самой младшей участницей, и в будущем я уверена, что мои результаты станут лучше. Не меньшие страсти кипели в секторе для прыжков в длину. По результатам соревнований 2 золота у сборной Москвы. Александр Наскевич и Анастасия Гаджиева не оставили соперникам шансов. Ну, было очень страшно, потому что всего 2 попытки, остальные все заступы. И я пробежала барьеры, и сразу пришлось прыгать. И сейчас на барьеры, так что вообще сил нет. Такой тимбилдинг принес сборной Таиланда свои плоды в эстафетах 4 по 400 метров. Если у девушек борьба была напряженной до самого конца и тайки вырвались вперед лишь на финишной прямой, то юноши оторвались от оппонентов уже на 200 метрах. От избытка чувств тренер сборной даже заговорил по-русски. Сака, окей, халечо, very good, Сака, савадикап, good. По итогам дня 3 золота отправятся в Москву, по 2 в Казахстан и Таиланд. У сибиряков и якутян по 1 медали высшей пробы.